Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды, а в России еще и День эколога. Оба праздника призваны привлечь внимание общества к проблемам охраны окружающей среды и стимулировать государство улучшать экологическую обстановку в мире. О нынешней экологической ситуации в Якутии, влиянии промышленного освоения на биологическое разнообразие природной среды и новых разработках ученых мы поговорим сегодня с гостем студии, исполняющим обязанности директора Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Иннокентием Махловковым. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Якутию принято считать и в стране, и в мире благополучным экологическим регионом. Вы как специалист, какую оценку можете дать? Да, с этим утверждением я полностью согласен. Да, по сравнению с предельными территориями Российской Федерации и в глобальном масштабе наша Якутия в более таком благополучном экологическом состоянии находится, благодаря тому, что у нас очень высокий процент сохранения действенных, естественных экосистем. И плюс, конечно, малонаселенность этого, но это двояко. С другой стороны, нам нужно не почивать на лаврах, что у нас все хорошо и так далее. Даже сами мы видим, что небольшой процент даже промышленного освоения нашей территории, менее 1% сейчас подземной промышленности занято у нас и так далее, дает такой вот эффекты редкие, которые очень будоражат население наше. Это связано с тем, что наши вот экосистемы, которые функционируют на ледовом комплексе, это вот криолитозон, это как раз ледовый комплекс, мерзлота вечная. И поэтому наши системы очень малопродуктивны и малоустойчивы к любому воздействию. А здесь в последнее время накладывается не только вот это промышленное воздействие, увеличение населения, это концентрация в городах, разрастание городских агломераций, деревенских и так далее, но и глобальное изменение климата. Давайте поговорим по поводу промышленного освоения. Как оно влияет на биологическое разнообразие природы? Эти исследования у нас ведутся давно, как у нас только началось освоение. Нашему институту более 60 лет, да, и он был создан для того, как раз, чтобы на региональном уровне и на уровне Российской Федерации, ранее Советского, как раз отслеживать те изменения, которые будут происходить при вмешательстве природы на северо-востоке Российской Федерации. И тогда еще в то время, когда советская, да, первые наши ученые во главе с членом Соломоновым подняли, что наши флагманы, как раз вот Якут, Алмаз, Лорп и так далее, они оказывают негативное влияние на разнообразие, нарушается среда обитания, конечно, животных. И все это должно идти под жестким контролем и мониторингом. Здесь тоже можно есть двоякие такие что исконные аборигенные, когда начинается промышленное освоение, они покидают эти места, но и появляются новые виды, которые более привязаны к человеку. Те же, например, белые трясогузки и так далее, начинают в тундрах осваивать эти регионы, где расположен данный какой-то нефтегазовый участок. А что касается ограничительных мероприятий, которые вводятся весной в сезон охоты или в паводковый или сапожарный период, насколько они эффективны и оправданы? Я думаю, что здесь тоже такое конкретное, как чисто запретительные меры никогда не дают стопроцентного эффекта, да, добиваться. Здесь главное, нужно вести разъяснительную работу. Что именно так, чтобы у нас как раз и лес не поджигали, и шашлыки все это оборудовали и так далее. В этот период, когда начинаются выходы массовые людей на шашлыки, должна по телевидению везде вестись пропаганда, как это все обустраивать и именно в каких местах это все делать, оборудовать такие места, чтобы люди выезжали и цивилизованно там отдыхали. А сейчас по всей стране активно внедряется новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. В Якутске будут строить новый мусоперерабатывающий полигон. Как специалист, как вы оцениваете проводимую работу? Как специалист, эта работа, она без широкого общественного обсуждения проводилась, поэтому, да, первые общественные слушания, которые проводились в мире, они получили отрицательный отзыв, проект был отправлен на доработку. Здесь большую роль сыграла общественность, не только города Якутска, а вся экологическая общественность нашей республики. И здесь, я думаю, что именно проектантам надо привлекать нашу науку, не только наш институт. Именно где это будет, мы можем дать такие советы, где, как, что сделать, чтобы не нанести вред окружающей среде. Плюс и другие институты, тот же институт мерзлотоведения, где этот будет располагаться полигон. Может быть, он располагаться, где линзы расположены, потом этот полигон провалится, все туда пойдет, и по подземным водам начнется, загрязнение наших других поверхностных источников. Наука здесь обязательно должна быть привлечена. Поэтому ставим то, что он к нам обращается иногда, дайте нам такую справку, но потом исчезают после этого. Так что я хочу сказать, что здесь именно проектанты очень слабо используют научный потенциал нашей республики.
А какую помощь вы, как научные сотрудники, могли бы оказать? Естественно, здесь рационально ли в этом месте строить? Да? Не нанесет ли это ущерб окружающим животным? Здесь даже до того, что по направлению нашего института мы можем сказать, чтобы здесь на этот полигон не попадали дикие животные, не отравлялись они там, не заражались и так далее, и так далее. И не разносили там вот разную заразу, которая будет на этом полигоне. Но, конечно, мусоперерабатывающий завод нам нужен, потому что это проблема не только нас, это проблема всего мира. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы этот мусоперерабатывающий завод не только просто сжигал а перерабатывал бы. Те же пластиковые отходы, бумажные отходы и так далее, и так далее. Вот в Китае, когда мы были, все видели, что у них все собирается отдельно, и все потом вторично используется. Нам тоже так же, не просто все на ветер сжигать, а вторичное использование тех отходов, которые можно делать. Тем более пластика, который в природе не разлагается и нигде. Нету таких тех животных, насекомых и так далее, микробов, которые бы их перерабатывали, они вечно лежат. На ваш взгляд, у нас есть условия для того, чтобы проводить такую работу? Ну, естественно, есть, да. У нас есть Федеральный исследовательский научный центр, Якутский научный центр стран, который объединяет вот несколько институтов, есть отдельный институт. Тот же завод, тот же институт нефти и газа может предложить свои разработки по переработке пластика, по вторичному его использованию. Потому что были даже, когда вот предвыборная кампания Айса Николаевича шла, мы это как и приглашали его, и как раз вот эти разработки были, что из этого отработанного пластика даже можно делать катки у нас здесь, круглогодичные. Да, сейчас только как его не используют, на самом деле, чтобы да. вторично использовать. Скажите, над какими крупными проектами вы работаете сейчас? Ну, основные крупные проекты, которые у нас здесь, и они связаны, значит, с популяционной динамикой животных, потому что самое главное здесь у нас идет не только это вот глобальное изменение климата. Все, идет потепление, наши животные, растения и так далее приспособлены именно к холодному климату. И мы сейчас вот наблюдаем за ним, какие изменения происходят, как их можно, это изменение остановить, как будет на них влиять. Потому что можно относиться, что да, у нас, если по животным взять, благополучная численность высокая и так далее, а когда смотришь структуру популяции, то у них преобладают самцы. Это значит, скоро будет крах этой популяции идет. Или преобладают самки, или еще что, рождаемость низкая. Вот в связи с этим, или вот такие у нас направления исследований. Плюс у нас есть и исследование почв, ну это почва как компонент криосферы, особенно как раз сейчас, когда изменяется климат. Все это вот в первую очередь на это обращается внимание и какие меры можно принять, какие будут на перспективу прогнозы. Останется Республика Саха-Якутия как территория или не останется, потому что разные прогнозы делают, что у нас же льдистость очень высокая, почти до 90% достигает, что мы можем идти под воду здесь и так далее. А какие новые направления вы бы отметили особенно? Ну, новые направления, особенно я бы хотел отметить, что у нас внедряются новые дистанционные методы исследования. То, что, например, по дикому северному оленю, это аборигенный вид, на которого изменение климата очень сразу видно. Например, у нас были очень крупные популяции, 140 тысяч, Яна Дегирская, она исчезла за этот период, остались небольшие, которые вот мы смотрим, как меняется у них миграция и так далее, с чем это связано. Многие связаны с промышленным освоением и так далее, и так далее. А это связано с тем, что не только с промышленным освоением, а то, что у них пастбище тоже изменение климата начинает зарастать уже кустарниковой растительностью, а не то, что им, ну, тот корм нужен, они вынуждены это искать. Плюс, конечно, значит, использование наших животных и растений как биологически активные вещества. Это северные у нас, они очень у нас высоко сконцентрированы, и витамины, и биологически активные вещества и так далее. Чтобы это, как говорится, это добро не пропадало, а шло на пользу человека. Ваш институт разрабатывал концепцию особо охраняемых природных территорий. Насколько эффективно, на ваш взгляд, они действуют? Ну, это самая большая гордость наша, когда только началась перестройка. Эта концепция была разработана во главе с нашим учителем, господин Таран Соломоновым Никитой Гавриловичем. Мы считаем, что именно республика наша и наш регион Якутия получила мировую признательность не только в России, а мировую признательность не благодаря алмазам, нефти там, и культурному наследию даже Ланху, а именно вот этим, что мы преподнесли дар планете Земля в виде наших особо охраняемых природных территорий. Сейчас 30% у нас. И эффект очень большой.
Потому что то, что вот у нас сейчас, как вы сами видите, лоси по городу Беткасули и так далее, это все работа нашего ОПТ. Там они сохраняются, размножаются и расходятся. А какова перспектива расширения таких территорий? Но здесь это как его сейчас совместно с Министерством экологии и природопользования и лесного хозяйства будет разрабатываться схема территориального размещения ОПТ. И здесь не только расширение, здесь и даже мы смотрим и другие, которые эффективные и неэффективные, которые в 90-е годы создавались в ОПТ. Здесь может пройти и как его некоторые упразднения некоторых ОПТ, которые были в то время созданы для каких-то целей и задач, а сейчас они эти уже все утеряли эту значимость свою. И, соответственно, и новые, где новые вызовы нам, тогда особенно это новые вызовы в арктической зоне, конечно. А как вы оцениваете экологическую грамотность якутян? Насколько она повышается? Ну, эту экологическую грамотность якутян я считаю очень высокой, потому что все это вот показывает наглядно, да, вот что любые разные ситуации, если посмотреть, если любое загрязнение, тот же Колмар, который, да, вот у нас сразу вот недавно было загрязнение угольной пыли у них этих рек, сразу общественность, все, и на основе этой уже принято решение Минэкологии и так далее, вызывали, как говорится, их на ковер, обсуждали. Ну, те же вот у нас другие крупные экологические проблемы, которые возникали, ну, с аварийной ситуацией Алроса на реке Вилюй. Я считаю, что да, у нас, потому что, можно сказать, ну, в то время еще, да, в годы перестройки и до этого именно наш институт стоял у истоков экологического образования населения. И мы начали не так, чтобы там со взрослыми, мы начали со школьников. Школьное экологическое движение, экологические лагеря и так далее. Ага, вот это вот ввели. И дети с детства привыкают, что здесь мусорить нельзя, что это, ну, как себя вести в природе. И взрослее это уже они, ну, сейчас, например, наши те, которые начинали, самые крупные ученые, крупные чиновники и так далее. Все это у них осталось. И в завершении нашего разговора, чего бы вы пожелали в этот день, в День охраны окружающей среды? Ну, в День охраны окружающей среды я бы в первую очередь бы пожелал всем активной работы в этом направлении, особенно общественникам, да, не останавливаться, все внимательно следить, все эти. И нашим профессиональным коллегам с Министерства экологии и природопользования я бы пожелал бы тоже, как говорится, счастья, здоровья и успехов. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о нынешней экологической ситуации в Якутии. До встречи в эфире.